Когда они пришли к этой семье, они в такой форме, фашистским методом, топором убили обоих. Они отрезали им головы. Был такой добродетельный человек, душа Берия. Эту женщину расстреляли прямо на глазах у оставшегося там сельского населения. В тот же день, на глазах у этого населения, была расстреляна Тати Габелия. Ее вывели из дома и расстреляли перед домом, а Гугушек Вашилава был больным человеком, и его расстреляли в своей же постели. Был расстрелян и пожилой педагог Володя Берулава. К нему ворвались в дом ночью и расстреляли его, а затем подожгли его дом. Они ворвались и в дом Гамлета Джамидава. Гамлет не смог оставить свое село и Абхазию по той причине, что у него была больная мать, лежавшая в постели. Эта женщина была в возрасте, ей было, наверное, до 90 лет, и она лежала в постели. Они подожгли двухэтажный дом семьи Джамидава и заживо сожгли мать Гамлета Джамидава. Затем они расстреляли и Гамлета. Они также заживо сожгли Надара Берия и его жену Александру Кучева. У Надара был деревянный дом. Они забили гвоздями дверь его дома, а затем подожгли дом. И муж, и жена оба сгорели полностью. Когда было вторжение, мартовское наступление, в тот период они вошли в Гумисто. Если они находили какого-либо грузина, то убивали их всех. Всех грузин, которых они нашли, всех убили. Молодого парня, который жил по соседству с нами, они превратили в куски, порезали по кускам. Ему отрезали ногу, отрезали руку, они ему все отрезали. Геннадий Таддуа был моим учителем. Абхазы ворвались в его семью и убили двух его детей. Абхазы убили и самого Геннадия, а также его зятя. Затем абхазы пытали супружескую пару. Чего они только не сделали сперва с женой. То есть, в присутствии мужа, на глазах у мужа, они сделали с его женой все, что плохо. Абхазы знают, какие преступления совершили сепаратисты, и не хотят, чтобы они понесли наказание в соответствии с судебными решениями.